меня же фамилия не Бах. Да, кстати, вот давай раскроем сразу секрет. Это понятно, что я Руслан Шарафудинов, либо Русланчик Шарафудинов, да? А вот Ильназ Бах, раскрой секрет. Вот кто тебе дал вот это сценическое прозвище такое? У меня фамилия была раньше... И сейчас она есть, эта фамилия. Пометочку сделаю. Багаудинов фамилия была. Но дед на войне там в плен попал. И от немцев то ли надо было убежать, то ли там в лагере что-то какая-то ситуация произошла. Он ее сократил на Багавиев. Багавиев. Бахауев был вчера большая. Ты Багаудинов. И вот, а я вообще уже взял на Бах только оставил. Кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» приветствует вас. Исян Нермесес Дуслар. По традиции, как всегда, с вами я, Руслан Шарафудинов. И сегодня вместе со мной секрет очередного татарского блюда открывает популярный татарский певец, обладатель премии Алтын Барс Ильназ Бах. Салям, Ильназ! Салям, Руслан. Аллаха шакар рахмат. Я смотрю, не с пустыми руками. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вот не с пустыми руками. Так. Это новый диск DVD с концерта Камаловского театра. Это CD, новый диск, это все вам. И личная закусочка. Личная закусочка. Ну-ка, каремene. Это был лечима? Лечо, да. Аллах верса. Домашний. Да. В конце нашей программы мы попробуем. Обязательно. Ну что ж, Ильназ Бах сегодня с нами. Рахмет. Ильназ Бах – певец. Родился в 1983 году в Арском районе Татарстана. Закончил музыкальное училище, затем учился на факультете татарской филологии педуниверситета. Сегодня он ведущий актер Народного театра «Мизгель» и преподаватель в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Песня «Аңла Ерегімне» – хит, с которым Ильназ Бах ворвался на большую сцену и приобрел популярность. Ильназ сам пишет песни, выпускает альбомы, много гастролирует. В 2010 году на фестивале «Татар Жира» Ильназ Бах получил премию «Алтын Барс» как исполнитель лучшего хита. Ильназ, ну а самым главным подарком будет блюдо, которое ты сегодня будешь вместе со мной готовить. Что это такое? Так, это татарский балеш, шуба, мясо под шубой. То есть такая интерпретация, да? мясо под шубой. Да, если на татарский перевести, это тун, ит и под. Тун астындағы ит. Тун астындағы ит бәліші в исполнении Ильназа Баха. Вот так вот приступаем. Какие ингредиенты, что используем? Так, используем куриные крылышки. Раз куриные крылышки красивые. Да. Место, конечно, потом объясню, потом картофель. Так, беренге, куда без него. Да. Так, вот красивый. Так, у нас потом грибы, шампиньоны, да. Грибы. И сразу можно, Руслан, я думаю, сразу на... То есть мы с них начнем, да? Да, с них начнем. Ну, давай, вот это наши основные ингредиенты. Вот тебе ножичек, он же пощак. Здесь мы поставили водичку. Да. Так. Водичка у нас уже закипает тихонечко. Мы ее посолили немножко, да, уже все. посолили. Молодцы. Ну что ж, Давай начинаем тогда. начинаем с грибочка, Так, давай. Да, с грибочка начинаем. Но, конечно, еще там у нас продукты лук, морковь, майонез и зелень. Ну, совсем, как говорится, по порядку ознакомимся. Да. Ну что ж, Ильназ, как мы, кстати, режем наши грибочки? Вот так, по маленьким таким дольчикам. Красивенько, да? Да. Кстати, шампиньоны самые безопасные грибы, ты знаешь? Да. Вообще, как грибы у нас Ильназ Бах любит, да? Ну да, я собирать люблю особенно. Так, Ильназ, отлично получается у тебя грибочки. Аллах ашкир, да. Ильназ, ну расскажи, вот откуда вообще-то родом появился, как все начиналось, Ильназ? Я родом из Арска, Арского района. Арша Малайя. Малайя, да. Родители у меня тоже, не самого Арска, они из деревень. Мама у меня средний Пшалун, деревня. Папа Новый Кенир. И так. Они у тебя как, вот кто по профессии были, тоже вокалисты или нет? Нет, мама у меня всю жизнь была медиком. Папа у меня, как сказать, плотником. У меня еще 2 брата есть. Они занимаются, семейные тоже, они занимаются уж своими делами. Один фермер, другой на сегодняшний день работает в компании «Татмелиорация». То есть ты один такой вот артист на всю родню? Да, один такой. А то бывает же, вот прям, все семьей артисты, а у тебя получается только ты. Я один, да. Ну, а кто-то в тебя верил, что ты будешь артистом, кроме тебя самого? Я сам еще не верил. Сам не верил? Да, это просто вот от этой песни пошло, вот это «Аңла Ерегімне», и после этого вот пошло, поехало. Но получается, вот когда ты учился, ты еще не выступал нигде? Нет, когда я учился, я выступал в школе, там, на родительских собраниях. Один раз вот у меня все, что я запомнил, в 5 классе это было. Мен Баян Белян, с Баяном вышел, там родительское собрание, там родители сидят в спортзале.
И спел после того, как всех отругали. Ага. Там еще, ну, были уже у кого проблемы там. И после этого я спел песню «Балан». Вот я там почувствовал, что все родители сидят, плачут. И я думаю, вот, наверное, мне надо будет петь. Ильназ, Ау. бітті ме біздің Біздің грибочкалар? Все, грибы. Так, мы помещаем в кипящую нашу водичку. Да, соленые. Соленую, да, позволяю. Так, вот так вот. И где-то минут, я думаю, 5-7. Надо вот ее... 5-7 это 12, ага. Все вместе, Балайндово. Так. Ну, а ты вообще готовить? Вот Ильназ Бах, он на кухне бывает хоть у себя дома иногда Нет, или но нет? бывает, я помогаю в данное время, сейчас я помогаю жене. У меня жена тоже, она человек эстрады, человек сцены, поет. Она со мной сейчас на концертах. На концертах выступает. Да. И, ну, дома готовим, вместе готовим. Иногда уж ей только приходится. Переходим к курочке. Курочкам, давайте, Кау. крылышкам. Ага, так, Ну, вот это блюдечко. Знаете, вот это блюдо можно приготовить, Руслан, также с говяжьим фаршем и просто отломками, ну, дольками. Дольками, если мясо, да, любое? Ну, Так. кому уж побыстрее, можно обязательно, можно Используешь курочку. крылышки, да. Курочку, крылышки Да. самые сочные, Вот эти- такие питательные. Кончики, конечно. Так, желательно это мы отрезать. убираем, да. Отрезать. Вот, и здесь пополам, да? Да, Яртулай здесь Вилябис пополам. получается. Да, булябис. Ильназ, ну вот все-таки, вот в чем твой плюс, мне кажется, да? Не все вокалисты татарской эстрады могут похвастаться тем, что сами пишут песни и музыку. Вот как у тебя такое вдохновение получилось? Это, ну, у меня это получилось где-то, скажем, в 2007 году, вот это «Ангайрагна». Вот я ее написал. Потом, даже не в 7, где-то в 5-м, в 6-м. Когда я учился в университете педагогическом, жил в общаге, там, с ребятами, с девчонками, на гитаре сидели, играли, и как-то вот эта песенка. Ты ее наиграл сначала на Ну гитаре? да, у меня у одного друга там чуть-чуть проблемка вышла с девушкой. Ага. И вот он мне все объяснил, и как-то у меня... Навеяло, пришло вдохновение. Да, я... Ты пожалел друга Да. и сказал: Ерамак Абдрахим, послушай песню, а потом вместе Да, споем. вот, и вот после этого песни я записал. Она пошла в первую очередь по телефонам, она у всех по телефону. То у кого на гудке, у кого там... Убери ножик, опасно сильно сможем, ага. На звонке, на будильнике стояли. И на самом деле предложили принести, давай на радио. Ну, я отдал, этот Барсмит, это радиосно отдал. И Запустили на радио. запустили на радио, и после этого вот пошло. Ну что ж, курочка вот так у нас Всё. красиво. Что дальше? Так, Это надо все посолить убираем. тоже ее. Все, окей, это мы все убираем. Так. Ну, соль, как всегда, на глаз, я думаю, да? Да, на глаз, да, на глаз. Насыпь. Мужской вариант. Так, Так, да, вот так вот ее. Да, давай. Ну, как говорят, бутап себя. Так, Болгатавска. Болгатавус, да. И вот, Болгатавус. вот эта песня пошла на радио. Ну вот так ходил. У меня же фамилия не Бах. Да, кстати, вот давай раскроем сразу секрет. Это понятно, что я Руслан Шарафудинов, либо Русланчик Шарафудинов, да? Русланчик. А вот Ильназ Бах, раскрой секрет. Вот кто тебе дал вот это сценическое прозвище У такое? меня фамилия была раньше И сейчас она есть, эта фамилия. Пометочку сделаю. Багаудинов. Фамилия была. Но дед на войне там в плен попал. И от немцев то ли надо было убежать, то ли там в лагере что-то какая-то ситуация произошла. Он ее сократил на Багавиев. Багавиев, И ага. Бахауев был вчера дальше, а Тегисы Бахаудинов. И вот, а я вообще уже взял на Бах только оставил. Так, Ильназ, что мы делаем баренгебелен? Так, баранговлян можно, кому как нравится. Можно квадратиками, можно соломинку, можно кругляшком. Можно Давай. пюре. Почему нет? Можно Так, пюре. ну давай кругляшками. Давай. Ну, все-таки вот Ильназ Бах, вот кто это первый раз тебя так назвал? Я в 2003 году закончил музыкальное училище имени Уходил в Казани. Так, потом поступил в 2003 году, как раз закончил педуниверситет и аспирантуру закончил там же. И вот, когда я поступил в 2003 году, там есть народный театр, Мизгель называется, МИК. Мизгель, Мик. Да. Ага. И главный режиссер, как бы руководитель этого театра, народный артист Татарстана, заслуженный артист России Марсель Джабаров. Вот, он руководит, и он меня позвал там выступать в этом театре. И он мне давал главные роли. Без Кырказар артынан вот играли, потом Кырларым Тугайларым. То есть Ильназ Бах это не только вокалист, а еще, получается, самый настоящий артист театра? Ну, актер. Актер, да. И вот после этого, вот первый
Кырхазар артынан, когда, по-моему, да, мы сыграли в Камалском театре на большой сцене. И он вышел, меня обычно называли Ильназ Багаевич, там, Ильназ Багаевич, то есть, а он как-то вот здесь решил сократить. И у меня главной роли сегодня Ильназ, бах! И все так, вау, все туда-сюда. И после этого даже друзья сейчас даже по имени меня не называют уже. После Все этого. называют Бах. Бах, и все. Так, Ильназ, картошечка у нас эзер, готова, крылышки как бы не улетели, но мы подрезали их. Аллах верса, не улетят. Сейчас у нас морковка остается и лук. Дай мне лук. Так, суганчик. Да, суган. Ну, как ты только еламалы, да, пускай. Лук можно нарезать кольцами, также можно полукольцами и можно накрошить. Морковку я через терочку. Да. Ильназ Бах часто гастролирует вообще? По Татарстану понятно, а по России были гастроли? По России, ну как сказать, вот были в Тюмени были, потом были в Перми, также в Москве, вот Татаржева недавно только было. Ну как публика отличается? Нет, вот российская публика от татарстанской? Да, конечно, отличается. В Оренбурге вот мне очень нравится публика, потому что в Оренбург едешь, Алар даже знает тебя, не знает, вот я новичок только приехал, и Алар уже встречает так, как будто Илхам Шакиров встречает. И всю песню они там аплодируют, сидят, кричат, свистят. Ну, приятно вот петь, и сам весь, Ну такой вот на волне, весь на драйве. Да. Кадр Дуслар, уважаемые друзья, мы продолжаем готовить с моим чудесным гостем, вокалистом Ильназом Бахом. Ильназ, еще раз привет! Так, готовы у нас все заготовочки, я бы даже сказал. И берем сейчас вот такой черно-белый телевизор. Да. Вот, и твори. Надо подсолнечное масло, Руслан. Так, есть оно у нас. Вот в таком железном подсолнухе, Адам Михазар. Да, бисмилляй, деп нашла бах, деп язамман. Вот. А, не очень получилось, но хэ точно хороший получилось. Так, ну все, весь рисунок мой смешал. И слоями получается, да? Слоями, да, слоями. Сейчас в первую очередь обязательно крылышки. Ильназ, а вообще вот у тебя альбом вышел или нет? Да, первый альбом у меня вышел в 2009 году. А вот который ты мне подарил, вот этот? А это второй альбом уже. Это вот недавно, где-то, ну, неделю, наверное, назад. То есть у меня есть свежий альбом Ильназа Баха на халяву. Самое главное здесь, Рахмет Ильназ. Да. Так, вот так красиво я тебе сейчас помогу. Да. Вот так. Ну, и второй слой у нас... Желательно, чтобы это было густо, нам до бушлар колмас. Не, нормально, да. Нормально. Вот так мы зарисовочку сделаем. Да. Потом... И второй слой? Так, второй слой это... Лучок. Лучок, да. Ага, отлично. Так, выложили мы красивенько на лучок. Да, надо сейчас чуть-чуть соль, специи, всего. Да. Так, соль, борщ, немножко специалар. Ну, по чуть-чуть кана. По чуть-чуть кана. Да, чуть-чуть кана. Так. Вот как у нас тандем, который, а? Кулма надо бы себе нормально. Вкусно получится, и рука моя, и твое блюдо. Нормально. Специй можно побольше, кстати. Да, давай. Потому что специи, вот как говорится, они... Как говорят, кашу маслом не испортишь, да? Да, конечно. А суп говядины не испортишь. Все, Булда. Так, сейчас И у нас следующий пойдет слой? Третьим слоем это у нас картошка. Как говорится, следующий слой – картофель молодой. Вот кроме того, что, Ильназ, ты актер, вокалист, ты вот вообще как к музыкальным инструментам относишься? Баян, тальян, что-нибудь? Мы с братом, у меня два брата, есть старший, есть средний, ну, младший уж, я самый. Вот, мы с средним все время играли на баяне, когда я учился в школе. И постоянно там субай на данке, хатип келе, там алмагачлары, все время сидели, играли, пели вдвоем. И он с 4 класса общеобразовательной школы, он поступил в музыкальную школу. Он там 5 лет проучился. Потом я сам по его стопам, можно сказать, тоже поступил со своим желанием, проучился. Ну, тетрадки-то уже были, где списывать надо было, правильно же? Нет, там, если даже списывать... Не, я не списывал, я сам по себе. Я учился у директора музыкальной школы. У директора в кабинете учился Ильназ Бах? Да. Ну, нас где-то 3-4 было, особо многих там учеников не брал. И на баяне, на курае я у него учился. Я 6 лет проучился в музыкальной школе. Отлично. Альберт Саляхович. Так, картошечка красиво легла туда, куда надо было. Сейчас, я думаю, грибочки. Которые Ильназ Бах собирал в Кировском районе, здесь недалеко. Так, Арском, конечно. Так. А вот когда ты был молодым, красивым, таким, как я, у тебя были из татарского вокала вот те вокалисты,
Жерлау-Щелар, которым ты тут слушал, говорил, молодцы, вот я хочу на такого похожим быть. Был такой, нет? Да, конечно. у меня- Кумиры. Да, кумиры у меня есть и на сегодняшний день. Это мой земляк среднего пшалома Рустам Закиров. Да, я все время очень уважал его как человека и очень любил его творчество. Потому что, ну, он, говорят, то, что поет на горле, так, но у него голос самый сильный. Я так считаю. И все время я пел, который вот он песни исполнял, потом я. То есть старался ты исполнять. и сейчас исполняешь песни от Рустама Закирова, да? Раньше, когда вот еще не был я бахом, просто вот, когда учился в университете, учился в училище, просто вот его песни некоторые исполнял то ли на банкетах, то ли на рождениях иногда уж. Ну, И Ильнас, сам я любил. думаю, вот будет очень приятно зрителям. И тебе тоже. Давай прямо сейчас какую-нибудь песню из репертуара Рустама Закирова исполним нам. Песня, которую он сам тоже очень любит исполнять, это будет «Ағлада бұлыт ағла». Слова Хасан Туфана, а музыка Афарин Акчурин. Ағлада бұлыт ағла, туған өскен жерлер яғына, тәрәзәмә ширетірде яңғыр, нәрсе айтыр туғанарыма. Ағлада бұлыт ағла, туған өскен жерлер яғына, тәрәзәмә шертірді яңғыр, не деп әйтір туғанарыма. Хоть песня была такая медленная, лирическая, но настроение нашему блюду она придала самое нужное. Алла Гашика, Так. что мы делаем с моркошкой? Тоже Сверху, да? Сверху, да. Такой слоеный, самый настоящий тумбулайна, шуба. тут он была, да, это же поэтому, как называется, шуба, мясо под шубой. Мяша под шубой, по-баховски. По-баховски, Да, кулар можно у нас все вручную. Татарчанчик дейді гәлі. Как татарский назвать? Вкусняшка инде, білмеймін сонда. Бәліш по-баховски. Итак, сейчас можно, кто не любит жирное, можно со сметаной. Ну, мы более-менее так. Ну, бывает, берем, там, бывает. ну, с Так, майонезом всегда. Майонез это же усилитель вкуса, знаешь, вот так, возьми. Так, Да, вот так вот. так. Так, вот такая Мансада был, да. шуба была. Да, шуба. Полупальто, полукуртка. Да, это же называется мясо под шубой. Так, может, перчика немножко? Давай чуть-чуть. Так, вот так вот, да? И красиво. Так, для красоты. Вообще, когда мужчины готовят, всегда вкусно бывает. Да? Практически, теоретически. Шла тебе это вернее. Да, бисмилляйтеп. Ну что ж, все это блюдо мы отправляем в духовку на сколько минут? 40-45. На 52 минуты. Аплодируем, ура! Отправляем в духовочку. Осторожно, горячо, осторожно, осторожно. Бисмилля рахман рахим. Провожаем. Ждем 45 минут и будем пробовать чудо-блюдо от Ильназа Баха. Итак, уважаемые телезрители, сегодня у меня в гостях популярный татарский певец Ильназ Бах, который готовит очень оригинальное блюдо. И совсем скоро, Алла верса, через 45 минут мы его попробуем. Ильназ, у меня один вопрос. А что, вот для чего ты приготовил еще сыр? Скажи мне. Руслан, это надо через крупную терку натереть. То есть это тоже будет относиться к нашему это блюду, если да? после того, как, ну, скажем, через 40 минут мы блюдо Возьмем оттуда, возьмем, да, достанем. ага. потом сыром насыпем сверху и еще на 2 минуты засунем. То есть это ингредиент нашего блюда. Да. Давай договоримся так. Я сейчас займусь сыром, а вот, может, ты какой-то инструмент все-таки с собой принес? Да, Случайно. Я как-то говорил уже, учился в музыкальной школе и на Куре, и на Баяне 6 лет. Вот хочу сейчас показать, не зря ли проучился. Браво! Слушай, Ильназ, ну вот под эту прекрасную мелодию прям сыр, он сам по себе режется на кусочки. Браво! Ильназ Бах сегодня на нашей кухне.
Хурмат Дуслар, уважаемые телезрители, прошло уже, Ильназ, кстати, почти 43 минуты. Да. Ты сказал 45 минут. Мы сейчас предоставим это блюдо тебе, вот, чтобы посыпать немножечко Сыр. сыр. Опачки, ай-яй-яй, манда мунчала кебек казу. Жарко, как в бане. Так, как красиво-то здесь. Здесь такое ощущение, как будто здесь уже есть сыр, смотри. Это майонез. Бах! Ароматно. Ну и сейчас истинно сыр себя моторга на этап. То есть сделаем еще один слой такой запеканка. Да. Запеканочка. Ну я Потом уже можно зеленью. дома попробую это. Так. Так, ну что ж. И на сколько? Так, на минут 2. На 2 минуты отправляем. Да, это даже еще раз. можно вырубить этот. Духовку. Пусть она там дойдет. Да. Тун астындағы ит бәліші. Грибы нарезать пластинками, слегка отварить. Картофель, лук нарезать колечками, морковь натереть на терке. Форму для запекания, смазанную маслом. Выложить куриные крылышки, лук, посолить, поперчить. Далее выложить слои картофеля, грибов, моркови, понемногу присаливая и приправляя специями. Сверху смазать майонезом и запечь в духовке 40-50 минут. Как всегда, Ильназ, самый вкусный, интересный, местами музыкальный момент нашего кулинарного шоу. Тот момент, когда мы будем доставать и пробовать наше блюдо. Ильназ, твои аплодисменты! Хе-хей! Вот она, красота! Ильназ, вспоминай название, пока я вот это все... Ай-яй-яй-яй-яй! Татарский бәліш бабах. Ае, бәлеш по-баховски, забабахали біз Ильназ белән бірге. Так. Ну что ж, Алла тапшырды. Аллах тапшырык, бисмилля и тып, как говорится, несмотря ни на что, таблетки под рукой. Шутки шутками, но вот что у нас получилось здесь вот так вот корочками. Так, таода, если не ошибаюсь. Ләктәнә бутлар калды. Бутова? Это с твоего блюда, вот так красиво. Так. Напоминаю, это у нас такое вот многоэтажное вкусное блюдо. Но ты говорил, что дома всегда его делаешь, да? Да. Это мои коронные. Корона? Твоя короночка. Ай-яй-яй-яй, минда шуна моторга. Опа, все. Так. Ильназ, Давай шапка. вкусные блюда есть. Ну, тут тайна койнар быть, но чуть-чуть горячо. Обжигает лицо даже. Я предлагаю наше блюдо красиво, оригинально и чуть-чуть музыкально украсить твои песни. Яқты дүниялардан туймасақ та, қабат туып болмай яңадан. Кеші бір қат туа, бір қат яши, тик бір қабат ките дүниядан. Киләчәкне алдан біліп болмай, кем ғүмірі қайшан үзілір. Исән шақта күбрәк күрешәйік, бір күреш үзе бір ғүмір. Киләчәкне алдан біліп болмай, кем ғүмірі қайшан үзілір. Исән шақта күбрәк күрешәйік, бір күреш үзе бір ғүмір. Браво! Рахмат, Ильназ. Спасибо, рахмат. Бір күріш, бір гімір, һәм бір блюдо. Итак, спасибо большое за эту замечательную песню, Бигзор Ахмед. Ну, естественно, уж бисмилля етіп, қоп-қарик. Ашапкарыбыз, да? Давай, сен ашапкарыбыз. Ашапкарыбыз. Так, я сейчас вот... Мне что приготовить? Так, да, улыбку приготовь. Я начну вот так с грибочков, немножко картошка возьму, вот так бәрәңге зацеплю. Так, что делаем? Азар, икесінде. Нормально, нет? Сочненько. Азар, сыр белән. Что-то не хватает? Коп-карали. Мне кажется, не хватает твоей красивой улыбки. Вот так вот. Хурмат Дуслар. Уважаемые друзья, блюдо готовится очень быстро, оригинально, вкусно. И когда есть вот такие красивые, талантливые артисты, как Ильназ Бах, оно очень даже к месту. Бигзор Ахмед, большое спасибо за участие в нашей программе. До новых встреч, Хурмат Дуслар. Это было кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». С вами был я, Руслан Шараподинов. Сау булыңыз!